16 машин класса «Б». Это карета скорой помощи, скорее мини-центр на колесах. Здесь есть все условия для того, чтобы оказать качественную медицинскую помощь. Ну а самое главное – прибыть к пациенту вовремя. Ведь каждая секунда дорога тем, кто ждет скорой медицинской помощи. Новые машины полностью укомплектованы управляемой и вспомогательной вентиляцией легких, комплектами систем и кислородными ингаляторами, экспресс-измерителями концентрации глюкозы в крови и не только. Кареты скорой помощи просто необходимы сейчас в условиях пандемии, отмечает Махмуд Али Калиматов. Спецтехника снимет нагрузку на медицинские учреждения. Владимир Владимирович Путин, он как сказал, скорая помощь как ангелы. Я согласен и хотел бы поддержать это, потому что сегодня мы, создавая больницу в Малгобеке, тоже вот этот вот отрезок, когда скорая помощь нужно было из Малгобека везти в больницу ковидно больных, тоже сохраняли это. Поэтому любое улучшение, качественное улучшение условий скорой помощи в последующем, это здоровье человека сохраняется, а иногда и жизнь. Поэтому на вас лежит большая ответственность. Большая ответственность. Я понимаю, что вы, не считая времени, иногда самый сложный период делали свою работу хорошо и отлично. Поэтому сегодня у нас прибыло 16 машин. По поручениям правительства нам выделены автомобили 16, да. Они укомплектованы, они соответствуют всем нормам. Поэтому единственное, хочется сказать, берегите людей, пациентов и всегда взаимодействуйте с нашими больницами. Глава Ингушетии отметил, что в период борьбы с коронавирусом важно беречь себя и соблюдать меры эпидемиологической защиты. Так мы остановим распространение вируса и поможем медикам, ведь именно они сейчас на передовой и рискуют здоровьем и жизнью. Хочется обратиться и к нашим жителям в связи с тем, что ковид не ушел. А что отъехал, дышу, с ковид, да я не отчет. Сейчас 4-я волна, еще какой-то штамм. У нас, наверное, подтвердите, у нас увеличивается поступление в больницу. В некоторых больницах не было 2, 3, 5 человек. 10-12 лежат в реанимациях. Хайдана лордидес, иш вош, хайдота вале, хайболглой, новости боле, абулор вайцедалыч, маскаш вайтыцеюхач. Это относится и к вам. Авось палкас гаскас не пройдет. Не пройдет. Мы должны к этому отнестись очень серьезно. И я каждому жителю, каждому отцу, каждому сыну и дочери, сестрам, братьям хотел бы сказать: берегите себя и других берегите. Больницы просто переполнены опять. Обновление парка скорой медицинской помощи проводится по поручению президента России Владимира Путина. Заветные ключи для новых возможностей вручают главным врачам медицинских учреждений республики. 4 новых машин скорой медицинской помощи получает участковая больница сельского поселения Галашки. Бригада медиков осуществляет 30 вызовов в сутки. Новый транспорт сократит время прибытия к больному. Хочу сказать отдельное большое спасибо от себя лично, от работников нашей больницы, от жителей, потому что это огромное подспорье для нас, так как мы отдаленные учреждения, обслуживаем 3 села. Это Алкун, Мужичи и Галашки. Плотность населения около 11 тысяч, поэтому сейчас у нас на ходу 2 машины, которые тоже часто ломаются. И для нас это огромный, подарок. Из-за сложной эпидобстановки больше вызовов стало и у Центра медицины катастроф и Республиканской станции скорой медицинской помощи. Последние несколько лет оснащение нам постоянно дают новые машины. Необходимость, конечно, в этом месте, есть большая необходимость. В связи с известным всем нашим заболеванием коронавирусом выездов гораздо больше. Если, предположим, в мирное время 160-170 вызовов до 200 вызовов в сутки бывает. Конечно, это большое подспорье. Хотелось бы сказать
слова благодарности всем, кто это организовал. Необходимость, конечно, в новых автомобилях скорой помощи была. И я думаю, что все мои коллеги с этим согласятся, потому что нагрузка на бригады скорой помощи в связи с последними событиями в течение последнего года увеличились из-за выездов к отдельных бригад к пациентам с коронавирусной инфекцией. Также мы транспортировку на компьютерную томографию осуществляем своих пациентов, поэтому мы получили 2 машины скорой помощи и очень благодарны руководству республики, Минздрава. Радуются новым условиям работы и водители машин скорой медицинской помощи, ведь от их уверенности на дорогах зависит, как доедет бригада до своего пациента. Именно. А машина нюхали, يوخش خنيدق ناقد سيتر موتيش خنيد كنت وغلط جن. Скорая и неотложная медицинская помощь в республике представлена 3 станциями и 3 отделениями. Укомплектовано 145 общепрофильных бригад, в том числе 65 врачебных. Время доезда до пациента составляет 20 минут. Если в потоке машин включены мигалки и сирены, речь идет о спасении жизни. Рина Сычоева, Магомед Шаухалов. Новости 24.